На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре понедельник, 24 апреля. Сегодня в двух крупнейших городах республики – Чебоксарах и Новочебоксарске – завершится отопительный сезон. Соответствующие постановления подписали главы администрации городов Денис Пирин и Дмитрий Пулатов. После того, как батареи в квартирах станут холодными, теплоснабжающие и теплосетевые организации приступят к подготовке к следующему отопительному сезону. Специалистам в столице республики предстоит проверить около сотни районных, квартальных и пристроенных котельных, а также провести гидравлические испытания тепловых сетей. Из-за этих работ в Чебоксарах временно ограничат подачу горячей воды. Первые отключения начнутся 10 мая. Ознакомиться с графиком можно на сайте городской администрации. Во всех округах региона аграрии вышли на яровой сев. Структуру посевной в Чувашии, по данным профильного ведомства, сохранят на уровне прошлого года. Под различные культуры отдадут свыше 550 тысяч гектаров, львиную долю которых займут зерновые. Картофель посадят почти на 19 тысячах гектарах, овощи открытого грунта на 3,5 тысячах. Этот объем позволит обеспечить продовольственную безопасность жителей региона, прокормить скот, а избытки продукции реализовать за пределы республики. Кстати, завершить основной сев работники отрасли АПК должны в течение 2 недель. В Перми наградили победителя одного из самых масштабных окружных проектов – «Театральное Приволжье». Победители были определены в 7 номинациях, среди которых лучшие молодежные и детские спектакли. 3 дня самые яркие и талантливые артисты ПФО показывали постановки на нескольких творческих площадках Перми. Также награды получили и победители конкурса афиши плакатов. Второе место заняла работа Анны Никаноровой из Чувашии. Ваше творчество оценивали эксперты всего Приволжского федерального округа, и вы по праву заслужили звание лучших. Уверен, что победа в фестивале станет для вас еще одной гранью развития, а для кого-то и шагом в будущую профессию. Как найти себя и свою любовь? Об этом размышляет чувашская писательница Елена Нарпи в своей новой книге «1000 верст до счастья». Презентация издания прошла в научной библиотеке ЧГУ имени Ульянова. Елена Перепелкина, литературный псевдоним Елена Нарпи, доцент кафедры чувашской филологии и культуры, автор 5 книг. Последняя, как призналась писательница, основана на реальных событиях. В сборник вошли 2 повести. Первая, к примеру, расскажет читателям об одиноком молодом человеке по имени Этнер. Сможет ли он распутать клубок переживаний и проблем и обрести настоящее счастье? Что ж, узнать это можно, прочитав книгу. Сегодня, по прогнозу синоптиков, жителей Чувашии порадует по-настоящему теплая погода. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до плюс 20. Интересный факт. В эти дни, ровно 28 лет назад, в нашем регионе была зафиксирована самая высокая температура в апреле. Тогда воздух в тени прогрелся до 25 градусов. Кто знает, может, на этой неделе будет установлен новый рекорд. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного понедельника. Оставайтесь на телеканале «Россия».